Жители деревянного дома в самом центре Якутска потеряли последнюю надежду на достойное жилье. В конце прошлого года мы рассказывали о том, в каком плачевном состоянии находится старое здание. Но дом так и остался за бортом спасительной программы. Почему так произошло и как сегодня выживают в аварийном доме люди, расскажет Саргалана Захарова. Технические причины человек наказан. Ответ столичного департамента жилищных отношений на вопрос, почему документы об аварийности дома оформлялись в 2 раза дольше положенного. Комиссия составила акт 11 ноября 2016 года. А вот само распоряжение вышло только спустя 2 месяца после новогодних каникул. В данную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда включаются дома, признанные в период времени с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Данный дом признан в установленном законном порядке аварийным лишь 10 января 2017 года. Жильцы возмущены. Из-за халатности ведомства они рискуют оказаться погребенными под завалами собственного дома. Здание вряд ли выстоит еще 5 зим. Ровно столько будет длиться новая волна программы переселения. А в прошлом году осенью у нас был стояк от печки, и он упал. ЖЭУ обращались, в центральный округ обращались, везде мы обращались. Они даже нам не могут поставить подпорки, потому что нет полов. Все сгнило. Щели и дыры везде. На полу, на стенах, на потолках. Продувает насквозь. Приходится ходить по квартире в унтах и в куртках. Болеют все и постоянно. Как дети, так и старики. У меня вот астма появилась вот в этом доме. Я не знаю, как дальше жить. Наверное... Ой, извините, пожалуйста. Новые квартиры обещали еще в 90-х, говорит Анастасия Винокурова. Но с тех пор даже предложений не поступало. Инвалид первой группы вынуждена доживать свой век в нечеловеческих условиях. От обиды женщина еле сдерживает слезы. Жду, когда у нас будет хотя бы хорошие условия, хотя бы я на несколько лет жила бы, как люди живут. Марилине Степановой и вовсе пришлось переехать на съемное жилье. После обрушения одной из несущих конструкций жить на 2-м этаже стало небезопасно. Другая соседка еще в декабре во время съемок попросила не заходить в центр комнаты. Под ковром дыра. Опомниться не успеешь, как окажешься на 1-м этаже. Жильцы уже устали кричать о своей беде. Власти лишь разводят руками. Признание дома аварийным признано в 2017 году, поэтому ничего сделать не можем. Дом уже многострадальный, так и так должен был бы снестись, но вот из-за таких вот казусов получается, что мы в пролете. Признание департаментом вины и наказание ответственного человека для жильцов – это уже не важно. Из списков дом вывели. Мечта о новом безопасном жилье вновь стала призрачной. Саргалана Захарова, Григорий Николаев, Якутск.